Когда вопрос стал о провозглашении Ингушской республики, Ельцин вызвал нас, Костоев, по-моему, здесь, Ибрагим, и сказал: для того, чтобы этот вопрос решить, мне нужны следующие документы. О том, что осетин ненасильственно переселяли на ингушские территории. Они, мол, утверждают, что их насильственно переселили, а вы докажите, что это не так. Мне нужно узнать, сколько населения ингушского на территории пригородного района города Владикавказа. Мне осетины говорят, что там всего 16 тысяч человек, а вы докажите, что их больше. Мне нужно технико-экономическое обоснование организации государства на такой небольшой территории и доказать, что она может функционировать на этой территории. И, наконец, и самое главное, этот вопрос. Мне нужен референдум о том, что ингушский народ хочет свою республику и в рамках каких границ. Вот когда эти 4 документа вы, Богатырев и Костоев, мне положите на стол, я буду решать, делать ингушскую республику или нет. Очень многие ингуши, да и почти все, они не знают, какая титаническая работа проведена для того, чтобы сделать эту республику, и какие силы противостояли нас. Когда эти документы представили, мы были у Ельцина. Пожалуйста, я прошу внимательно выслушать. Он мне говорит: Дарсыгов и я, мы двое были. Ингуши полудикари и не смогут управлять республикой. Это слова Бориса Николаевича Ельцина. Я говорю: Борис Николаевич, что вы сказали? Он понял, что допустил грубейшую политическую ошибку в отношении целого народа. Я говорю: дикари не мы, ингуши, а вы, русские руководители, которые 12 веков занимаетесь разбоем на необъятных просторах Европы и Азии, а после 1945 года переключились на весь мир, полагая, что красные штаны можно одеть на весь мир. И столкнулись с могущественными штатами, и их союзниками, и проиграли без единого выстрела. Советский Союз вы проиграли, Варшавский пакт проиграли, все вы проиграли. По-хорошему, так Борис Николаевич, по-хорошему. А если нет, мы такая же нация, как и русские. Разве не так? Он говорит так. Тогда мы сами провозгласим свою республику и ни у кого не спросим. Но в день, когда тебя избирали председателем Верховного Совета, ты кланялся мне, кланялся и Хазбулату, Ибрагиму Костоеву, потому что мы вам обеспечили победу в выборах Верховного Совета. Ты говорил тогда: долг платежом красен, Богатырев и Ибрагим Костоев. Я заплачу вам этот долг. Я говорю: если ты мужчина, заплати этот долг. Ничего после этого не сказал. Всегда бледный на лице, он стал пунцом, себе водку и произнес тост. Внимательно послушайте. 5 минут тому назад он называл вас дикарями, но на самом деле он так и считал. И все они так считают. А сейчас он, пожалуйста, поднял руку за добрый, отзывчивый ингушский народ, за Ингушскую республику. Республика так была провозглашена, а не так, как Аушев рассказывал. Вот мне бросили 3 бумажки на стол, а республику я сделал.